Давняя мечта заставить других работать вместо себя медленно, но сбывается. Пару тысяч лет назад это делалось просто. Те, кто попадал на войне в плен, становились рабами, трудились с утра до ночи и умирали от побоев. Сейчас такое запрещено во всех странах мира. Но человек создает себе в помощь новых рабов – роботов. Вот один из них. Внутри все роботы похожи друг на друга. Неважно, большие они или маленькие, сложные или простые, работают на заводе или стреляют по танкам на поле боя. У любого есть электронный мозг – компьютер. В этом роботе компьютер практически такой же, как у вас на столе, дома. Все главные его детали прикреплены к материнской плате, довольно большой пластине. Сама по себе пластина не дает электричеству двигаться куда попало. Ток идет по медным полосочкам. Большинство электрических дорожек ведут в центр, к процессору, который руководит работой всего, что внутри компьютера. Под темным квадратом спрятан кристалл, похожий на сложный лабиринт со множеством тоннелей. Его выращивают из кремния на специальных заводах. И когда внутри кристалла с громадной скоростью бегут прерывистые электрические сигналы, весь процессор сильно нагревается. Потому сверху он накрыт вентилятором для охлаждения. Как генерал в армии, процессор раздает команды. Правда, без помощников не обходится. На него работают несколько микросхем чипсета. Их маленькие ножки-контакты стоят на шине обмена данными материнской платы. Это как широкая кольцевая дорога вокруг Москвы. Вместо машин по ней тоже пролетают электрические импульсы. Регулировать движение здесь поставлена специальная микросхема. Она работает так усердно, что не может обойтись без радиатора, железной рубашки с торчащими вверх руками. С рукавов уходит лишнее тепло. Еще одна, очень важная микросхема чипсета, тоже всегда очень горячая, помогает процессору общаться с оперативной и постоянной памятью. Большая постоянная память напоминает библиотеку, где компьютер хранит все, что он когда-либо узнал, все, что ему нужно знать, все, что может понадобиться для работы остальных частей робота. Только в той библиотеке не стоят на полках книги. Все команды, звуки и картинки переводятся на язык компьютера. Получается множество цифр. Все эти цифры как раз и хранятся в постоянной памяти. В оперативную память процессор ненадолго складывает все самое нужное для работы в эту минуту. К материнской плате снаружи подключены датчики. Они должны собирать информацию, чтобы процессор мог решить, как поступать роботу именно сейчас. По приказу компьютерного генерала включаются моторы и механизмы. За порядком в таком общении между головой и мускулами следит несколько микросхем поменьше. В целом, компьютер действительно напоминает штаб. Генерал – процессор, две большие микросхемы чипсета – полковники, а микросхемы управления внешними устройствами – младшие офицеры. И как любой штаб не может командовать войсками без плана, так и компьютер не обходится без программ управления. Они – душа робота, как и любого компьютера. Первая программа называется по-английски BIOS. Хранится в маленькой микросхеме на материнской плате. Следит за порядком, чтобы ничего не сломалось и все детали понимали друг друга. Вторая программа – операционная система, руководит всем компьютером и другими программами. Среди них третья основная программа,
которая управляет самим роботом. Четвертый вид главных программ – драйверы, по величине совсем небольшие, нужны для управления тем, что подключено к компьютеру. Например, благодаря одному маленькому драйверу операционная система знает, как заставить принтер напечатать текст на бумаге. Роботу принтер ни к чему, зато нужны электронные глаза, уши и другие органы чувств. Иначе как компьютер в железной голове решит, куда идти и зачем? Наш робот должен найти в незнакомом городе нужный дом и вернуться обратно на базу. Посмотрим, как он справится. Сначала, как и для нас, для робота важно увидеть все вокруг, даже то, что не видим мы сами. С помощью датчиков он издалека чувствует тепло и легко отличает холодные стены от людей или животных. Он посылает невидимые волны. Те натыкаются на препятствия и возвращаются. Одни приходят назад быстрее, если предмет близко, другие дольше, если предмет далеко. Датчики ловят волны, переводят в цифры и посылают процессору. Кроме того, есть приемник, который ловит сигналы из космоса со специальных спутников, американских GPS или российских ГЛОНАСС. Так робот видит свое место на карте. Теперь расстояния измерены, и все цифры собирает вместе программа в голове робота. Рисуется картинка, где что находится. Наконец, мотором рук и ног дается команда, куда двигаться. Небольшая электростанция за плечами питает энергией каждую деталь робота. Компьютер следит, чтобы железное тело не падало и не раскачивалось из стороны в сторону. Части умной машины работают вместе четко, и вот уже задание успешно выполнено. Наверное, оно не было слишком трудным. Мы просто не требуем невозможного. Машины, похожие на человека, могут пока далеко не все. Они не научились говорить с людьми легко и свободно. Им с трудом удается делать что-то новое. Роботы исполняют то, что приказывает человек, и ничего не меняют в программе, даже если очень надо. Есть сложности с ногами и руками. Двигаются либо медленно, либо очень резко. Как показали испытания, прыгать способен только этот железный человек. Как сделать электронных помощников более умными и ловкими, придумывают те, кто пишет новые компьютерные программы и собирают хитрые механизмы. Многие готовы заниматься этим всю жизнь. Сегодня роботы закручивают гайки на заводах. Завтра будут ухаживать за детьми и стариками, доберутся в самые далекие места Земли, заменят солдат на войне, полетят к другим планетам. В конце концов, они захотят жить так же, как мы. Лучше нас. Вместо нас. Тогда выиграет сильнейший. Возможно, однажды человек с удивлением заметит, что из нового раба создал себе нового друга или нового врага.